продукции финальной части спартакиады учащихся Республики Саха-Якутия «Спортивные якутяне». Проведение спартакиады возобновилось с 2023 года по инициативе главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Организаторами спартакиады выступили Министерство образования и науки и Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. В этом году финальная часть спартакиады проводится с 6 по 10 июня 2024 года на спортивных объектах двух муниципальных образований – города Якутска и Горного Улуса. Всего в финальной части спартакиады планируется участие 1778 участников из 35 команд муниципальных образований и городских округов республики. 296 из них – это участники из 12 арктических улусов. Дорогие друзья, позвольте представить гостей нашей пресс-конференции. Алевтина Петровна Аргунова, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Брызгалов Александр Романович, заместитель директора Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». И Балаганский Юрий Сергеевич, главный судья спартакиады. Итак, начинаем представление наградной и сувенирной продукции нашей спартакиады. Предлагаю вашему вниманию форму организаторов, судей и волонтеров финальной части спартакиады. В экипировку входит футболка, бейсболка и бейдж. Как вы можете видеть, у организаторов футболки и бейсболки фиолетового цвета, у судей красно-желтого цвета и у волонтеров фиолетово-зеленого цвета. Победители спартакиады получат денежные призы номиналами 250 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей за второе место и 150 тысяч рублей за третье место. А все они будут выполнены в сертификаты, сделаны из ПВХ материала формата А2. Эти средства команды могут потратить на спортивный инвентарь. Спартакиада проводится по 20 видам спорта и будет разыграно 137 комплектов медалей. Медали сделаны из металлического сплава, латунь, с двухсторонней штамповкой символики спартакиады. На аверсе мы видим логотип спартакиады в виде рыси, окрашенный цветной эмалью. На реверсе изображен герб и флаг Республики Саха-Якутия на фоне якутских узоров. Кроме того, каждому победителю будет вручена мягкая игрушка-талисман «Рысь», официальный символ спартакиады «Спортивные якутяне». Рысь представляет собой символ быстроты, смелости, выносливости и упорства. Слово для выступления предоставляется первому заместителю министра образования и науки Республики Саха-Якутия Алевтине Петровне Аргуновой. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Разрешите вас всех приветствовать на пресс-конференции, посвященной республиканской спартакиаде школьников «Спортивные якутяне». Как вы знаете, мы в прошлом году возобновили эту спартакиаду благодаря идее и поддержке правительства Республики Саха-Якутия и главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. В этом году у нас тоже будут принимать участие, если в прошлом году у нас было 33 муниципальных района представлено, в этом году у нас муниципальных районов будет 35. 1788 юных спортсменов, 410 представителей команд, и мы вот буквально, у нас остались всего лишь вот 3 финальных вида спорта. Это многоборье ГТО, спортивное ориентирование, якутские прыжки, которые должны завершиться к началу нашей спартакиады. Надо сказать, что в этом году у нас были проведены 13 первенств. У нас были проведены 4 спартакиады для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это тоже у нас нововведение нашей спартакиады. В этом году у нас на республиканских первенствах и
чемпионатах в зачет игр спартакиады школьников у нас участвовало 2974 школьника. Это наши будущие спортсмены нашей республики. И надо сказать, что при подготовке к этой спартакиаде у нас указом главы республики будет у нас по итогам этой спартакиады вручение 100 тысяч рублей лучшим тренерам по видам спорта. Как вы знаете, у нас 29 видов спорта, и есть у нас спортивные игры, волейбол, женская, мужская, и с учетом этого у нас в призовом фонде также у нас заложены премиальные нашим лучшим тренерам по видам спорта. В этом году у нас тоже есть дети из арктических районов. Благодаря слаженной работе Министерства по физической культуре, Министерства транспорта республики, благодаря нашему председателю оргкомитета Сергею Алексеевичу Местникову были отработаны приезд 116 детей из арктических районов, которые на сегодня уже находятся в городе Якутске. Но здесь надо сказать, что мы планировали, мы очень благодарим администрацию муниципального района Намский район, которые вот в течение года с нами очень тесно отработали. Юрию Никитичу очень большое спасибо, но, как вы знаете, вот по той ситуации, которая случилась в Намском районе, было принято решение 24 мая о том, чтобы провести на объектах города Якутска. Здесь мы тоже выражаем благодарность окружной администрации города Якутска, Министерству по физической культуре и спорту. И нас поддержал глава Никита Андреевич Горного района, в котором у нас будет проводиться соревнования по легкой атлетике. И я думаю, что вот все наши усилия направлены, чтобы подготовить достойную смену нашим спортсменам. В этом году у нас спартакиада отличие в том, что она проводится в рамках подготовки к проведению международных спортивных игр «Дети Азии». Я думаю, что у наших юных спортсменов появится очень высокая мотивация к занятиям любым видом спорта. И в этом году мы тоже ожидаем, вот уже на школьном муниципальных этапах у нас уже цифра перевалила за 65 тысяч. Если мы в прошлом году констатировали цифру 63 тысячи, то, скажем, в этом году у нас есть положительная динамика. В связи с тем, что у нас некоторые спортивные объекты закрыты, мы здесь провели очень большую работу вот с окружной администрацией города Якутска. Нас поддержал Северо-Восточный федеральный институт, на базе которого у нас будут проводиться 9 финальные виды спорта. Да? Высшая школа музыки, например, у нас соревнования по боксу будут проводиться в Центре спортивной подготовки «Триумф». Волейбол у нас будет проводиться в поселке Хатас. Вольная борьба у нас будет проводиться в Северо-Восточном федеральном университете. Гиревой спорт тоже будет проводиться в Институте физкультуры и спорта Северо-Восточного университета. Масс-рестлинг у нас будет проводиться в Центре национальных видов спорта Манчары. Стрельба из лука у нас будет проводиться на базе Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия. Республиканский шашечно-шахматный центр поддержал наши настольные игры шашки, шахматы. И отдельная благодарность, как я уже сказала, Горному району, который будет принимать наших спортсменов по легкой атлетике. Очень большую нам помощь оказали наши партнеры, потому что без них вся вот эта наградная атрибутика, наши организационные атрибуты, сувениры не были бы подготовлены, вовремя доставлены. Это наши партнеры компании «Offset», индивидуальные предприниматели, индивидуальное предприятие «Награда», индивидуальное предприятие «Айрон». Поэтому я думаю, что вот мы все вместе ждали эту спартакиаду, и эффект от этих игр у нас будет очень высоким. И я надеюсь, что наши юные спортсмены представят в будущем наш спорт, наш российский спорт. Спасибо большое, Алевтина Петровна. Мы готовы ответить на ваши вопросы.
Я могу добавить, да, если вот мы в прошлом году утвердили символ вот рысь, о чем сказал ведущий, в этом году мы в течение года тоже провели подготовительную организационную работу по написанию гимна, и буквально конкурс у нас был подведен 14 мая, у нас определен победитель, и вот в рамках открытия торжественного открытия нашей спартакиады прозвучит официальный гимн спартакиады школьников «Спортивные якутяне». Эти сертификаттар команда кыйлактарга берилер эбит. Эти бир осай команда ду эбетер эти улакан жоңго гытылдар спартакиадалар кудук бөлөктөргө арарланду командалар. Мактау. Эти спартакиада балыгынятынан үйренәчләрен аксаннарынан төт бөлөккө араксан хаҗаллар. Төт тәһинчаттан элбәг аксаннах үйренәчләр улустар бастыгы группа, төт тәһинчаттан аллара 2 группа, онна хотулустар 900-тан үйрә аксанна үйренәчләр 100 группа, онтан аллара 400 группа. Бу сертификаттар это осы общекомандный түмүк төт бөлөгөнөн таксар. Олеген бу каз бидди бөлөккө маннык призовойдар күтелдер кыйлактары. Байлар. Еще вопросы? Ну, это, как я понимаю, это возраст игр «Дети Азии», которые стартуют меньше, чем через месяц, да? Будут ли участвовать будущие участники игр по видам спорта и возможно ли изменения в составе, там, допустим, кто-то засияет, там, станет чемпионом, и в составе какие-то изменения могут ли быть? Наверное, Юрий Сергеевич, да? Добрый день, спасибо за вопрос. По некоторым видам спорта, да, по возрасту дети подходят на «Дети Азии», но не во всех видах спорта будут участвовать первые и вторые номера, потому что уже почти составы решены, насколько я знаю. Но есть определенный, вот сейчас я точно не скажу, но по какому-то виду спорта, да, там в некоторых, вот по боксу, например, в каких-то весовых категориях они будут как перекидки уже вот на спартакиаде проводить. Спасибо за ответ. Еще будут вопросы? Если вопросов нет. Может, я немножко еще тоже добавлю, да, в части вот систематизации, проведения финальной части, отборочной части, да, как я уже сказала, у нас у Министерства по физической культуре и спорту есть календарный план основных мероприятий и первенств, на котором были представлены команды из муниципальных районов. В прошлом году мы уже отметили, что на очень многих вот первенствах, чемпионатах участвовали наши юные спортсмены, и были представлены очень такие широкие, большое количество участников, которые вот как раз-таки эти соревнования были включены в зачет спартакиады. Поэтому вот все эти вот виды спорта у нас они тоже синхронизированы, и с международными, да, видами спорта. Я думаю, что через 4 года это будет реальная возможность наших вот юных якутян, которые участвовали уже на школьных этапах. Мы знаем, что на финале приезжают лучшие из лучших, поэтому это все равно будут наши будущие члены сборных команд по видам спорта. Еще один вопрос у меня. Вот очень интересное, да, нововведение о том, что вот будут поощрены тренера по видам спорта. В каком порядке, в каком формате вот это будет определено? По количеству золотых медалей или по каким-то другим? И когда тренера получат вот эти награды? В этом году мы внесли предложение Сергея Сергеевича в целях поддержки, массовой физической культуры. Это показатель, скажем, нашей вообще физического здоровья, будущего нашего спорта. И был издан указ главы республики, в котором лучший тренер
по видам спорта, то есть по 31 видам спорта получит премии 100 тысяч рублей. Здесь тоже будет работать у нас главная судейская коллегия. Как вы знаете, у нас республиканская коллегия спортивных судей возглавляет Чердонов Семен Сергеевич. И мы совместно с министерством на основании протоколов будем выводить лучшего тренера по видам спорта. У нас деньги уже заложены, и я думаю, что вот, после подведения итогов мы вручим эти премии лучшим тренерам. Я добавлю, да? Да, действительно, вот это решение, да, которое вот позволяет повысить, да, статус спартакиады. Даже вот в детях Азии такого, таких премиальных нет, да, поощрений. Поэтому вот сильно повышает статус спартакиады. Насчет получения, да, по игровым видам спорта, это понятно, да, баскетбол, волейбол, футбол, там победитель команды, то есть тренер, которого победила команда, тот и получает 100 тысяч. А по остальным видам спорта, по количеству медалей. Ну вот, например, у Иванова 3 золотых, у Петрова 2, то соответственно получает 1. И тот тренер, у которого больше и качественные результаты, тот и получает премию 100 тысяч. Спасибо. И получение мы после спартакиады планируем подведение итогов. Там мы должны всем 31 тренеру вручить сертификаты о том, что они стали обладателями 100 тысяч. Спасибо. Есть 3 спортивные организации детского спорта. Это детско-юношеская спортивная школа, республиканский центр подготовки спортивного резерва и вот новая организация, созданная «Юные якутяне». В чем их разница и какие цели преследуют юные якутяне? Спасибо за вопрос. Здесь надо сказать, что это, в общем-то, система, которая выстроена у нас в республике. Под Министерством спорта и физической культуры у нас находится, как вы знаете, учреждения спортивного резерва, олимпийского резерва, да, которые ведут работу по одаренным детям. Эту же работу у нас по линии Министерства образования и науки курирует Малая академия наук. Это у нас Центр дополнительного образования, который объединяет одаренных детей по направлениям наука, искусство, спорт. Что касается юных якутян, это у нас Республиканский ресурсный центр дополнительного образования, который курирует работу, скажем, массовых ДЮСШ, которые существуют в муниципальных районах. Мы работаем с Министерством спорта и физической культуры Республики Саха-Якутия в тесном содружестве. У нас и судьи на соревнованиях, которые будут судить 9 финальных видов спорта, и которые вот отрабатывали на первенствах, это 150 официально получившие статус судей спартакиады школьников. Я думаю, здесь у нас недопонимания не будет. Ага. Но если в прошлом году в целях и задачах победители спартакиады, учащихся, становились потенциальными кандидатами в сборную команду республики к играм «Дети Азии», то в этом году они станут кандидатами в сборную команду для участия в спартакиаде школьников России. И по отдельным видам спорта, например, по играм школьных спортивных клубов, по многоборью ГТО, они будут представлять Республику Саха-Якутия на всероссийском этапе одноименных соревнований. Например, в школьных спортивных клубах, играм в школьных спортивных клубах уже победитель выявлен, и в сентябре, по-моему, да? В
В сентябре они будут представлять республику в Анапе. Алевтина Петровна, а гимн появился только в этом году, да? Ну, впервые появился. Кто стал автором, пожалуйста? Насчет автора я пока не могу сказать, да, но в этом году мы все-таки, ну, по итогам первого этапа, да, вот прошлогоднего, вот мы решили, что все-таки должен быть официальный не только символ, но и гимн. Победитель назван, но мы его будем озвучивать на торжественном открытии. Приглашаем всех на общее фотографирование.